Православной Церкви установлен обычай на следующий день великих господских и богородичных праздников вспоминать тех святых, которые ближайшим образом послужили данному священному событию в истории. Святой Иоанн Креститель является один из величайших пророков, который также родился в этот мир для того, чтобы приготовить людей принять его Спасителя. В 30-летнем возрасте он вышел на берегу Иорданских рек и проповедовал людям: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». 20 января Церковь соборно чтит того, кто послужил делу крещения Христова, возложив свою руку на главу Спасителя. Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн, величайший из пророков, завершает историю Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета. Традиционно отметит этот день храм Камрадского собора Иоанна Предтечи. Значит, в 8 часов у нас будет встреча архиереев, после этого 8:30 встреча Высокопреосвященнейшего митрополита Владимира. Будет отслужена божественная литургия, после литургии будет благодарственный молебен. И после молебна крестным ходом пойдем возле территории нового кладбища, где будет закладка камня новой церкви. То есть там будет поставлен крест, и Высокопреосвященнейший митрополит Владимир осветит крест. Честь в храм будет честь пророка Илии. Готовятся к празднованию этого дня и прихожане. По традиции они планируют 20 января прийти в церковь помолиться и отметить его с родными дома. Очень хорошо отмечаем все в семье кругу. Собирая своих детей, ставим стол. Что делать? С чем можем, так и празднуем. И ходите в церковь, молитесь? Обязательно. А без церкви нельзя жить. Как прийти в церковь? Прийти в церковь и помолиться Богу. И Бог простит нас или нет. Как сделаешь, так и будет. Церковные праздники вызывают у верующих светлые и радостные чувства, веру в спасение.